Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. В адрес нашей программы продолжают поступать письма от уважаемых телезрителей. Так, Амир Расимов из Набережных Челнов спрашивает. Недавно у нас в городе выступал один известный богослов. Он часто употреблял термин «ислам». Что означает этот термин? Если есть умеренный, то должен быть и неумеренный. Крайний ислам. Разве ислам бывает разным? Спасибо, уважаемый Амир, за этот вопрос. Действительно, понятие умеренного ислама в последнее время очень часто звучит в средствах массовой информации, в выступлениях многих религиозных, общественных и политических деятелей. Но я начну с последней части вашего вопроса. Бывает ли ислам разным? Вне всяких сомнений, истина Бога, она одна, она едина для всего человечества. Но наше человеческое понимание этой единой истины может разниться. Поэтому не случайно даже внутри ислама возникает много течений, различных направлений, духовных школ и традиций. И даже внутри одного течения, например, суннитского ислама, есть 4 равнопризнанных канонических школы. То есть все они являются истинными, но при том разным способом толкуют единую вечную истину Бога. Эта разность во многом определяется как культурными различиями, ментальными различиями людей. То есть когда проповедь истины, проповедь ислама доходит до различных народов, то люди ее понимают, интерпретируют, применяют в соответствии с теми ментальными особенностями, культурными отличиями, с той существующей практикой, которую они имеют. И поэтому мы видим некое преломление вечной истины в исторической плоскости. И с другой стороны, разное понимание единой истины обусловлено разностью самих людей. Когда к пророку Мухаммаду подходили люди и задавали один вопрос: какое деяние самое лучшее, что мне нужно делать? Пророк, будучи величайшим, непревзойденным духовником, который мог видеть насквозь человека, мог понимать его проблемы, его нужды, его потребности, он на этот одинаковый вопрос отвечал всегда по-разному. Одному он говорил, что тот должен почитать мать, другому советовал отправляться за знаниями, третьему рекомендовал больше читать молитву. И из этих разных ответов постепенно стали складываться различные богословские школы духовности. И поэтому ислам, вне всяких сомнений, он один, он един для всех людей, но в то же время он многолик, он отличается некоторыми особенностями. И если мы посмотрим в разные части мусульманской мировой общины, то мы увидим, что есть, конечно же, базовые фундаментальные понятия, пласты духовности, которые всех объединяют мусульман по всему миру. Но в то же время они могут отличаться в каких-то, может быть, деталях, по-разному исполнять некоторые религиозные обряды, по-разному строить свои социальные отношения и так далее. И все это не случайно. То есть ислам — это религия, которая обращена ко всему человечеству, и поэтому эта великая истина может заливаться в разные сосуды и преломляться разными цветами, приобретать разные формы. Итак, единый для всего человечества ислам может быть многоликим. Однако что означает умеренный и неумеренный ислам? Если под умеренностью понимать некую воздержанность, сдержанность, то не существует умеренного ислама. Ибо ислам — это преданность человека к Богу, когда человек всецело отдается, растворяется в любви ко Всевышнему и свою любовь транслирует всему миру, всем людям, окружающим его. И человек не может в этом сдерживаться, то есть он тотально отдается этому чувству. Если сравнить любовь к Богу с ближайшей его родственницей, земной, обычной любовью, когда мужчина любит женщину, женщина мужчину, то и здесь мы видим, что сдержанная, расчетливая любовь, она не приветствуется. Когда человек строит отношения с любимым человеком по принципу расчета, то, конечно же, это осуждается, по крайней мере, в нашей культуре. И наоборот, мы приветствуем, одобряем, когда человек ради любви готов на великие подвиги, на великие свершения, когда ради любимой женщины мужчина совершает порой даже безумство, или когда он завоевывает, преодолевает любые преграды, завоевывает любые социальные вершины. Все только ради того, чтобы близкий ему человек был счастлив и жил в радости.
Не случайно главный казый Татарстана Джалиль Хазрат Фазлыев в одной из проповедей, обращенной к молодой аудитории, говорил, что мы, когда строим семью, многие из нас думают о том, как этот человек сделает меня счастливым, в то время как верующий думает о том, что я могу сделать для того, чтобы близкий мне человек, с кем я создаю семью, чтобы он был счастлив. И именно такая семья, такая любовь направлена на отдавание, на то, чтобы наполнить этот мир, наполнить окружающую нас действительность светом и любовью, именно такая любовь и приветствуется. И здесь не может быть никакой сдержанности. Любовь к Богу гораздо более тотальна, более фундаментальна. Наша земная человеческая любовь, она лишь капля перед огромным бескрайним океаном. И поэтому мы, вставая на путь духовности, вставая на путь веры, мы растворяемся в этом океане любви полностью, тотально, без какого-либо сдерживания, без какого-либо ограничения. И в этом смысле не бывает умеренного ислама, потому что у любви нет границ, у любви нет каких-либо преград и нет каких-либо ограничений. Однако понятие «умеренный» и «крайний ислам» употребляется совершенно в другом контексте. Когда говорят об этом или о религиозном экстремизме, радикализме в целом, то речь идет об ограничении в гражданских правах представителей других конфессий. Что имеется в виду? Представитель любой веры убежден, что его религия самая лучшая. Я, как мусульманин, всегда буду считать ислам самым прямым путем к Богу. И никто в этом меня не сможет переубедить. Вне всяких сомнений, такие же взгляды разделяет и православный в отношении своей собственной религии. Он считает, что именно его религия самая правильная, самая верная. Кто-то не верит вообще в Бога. Но какие бы мы взгляды ни исповедовали, какие бы мы позиции ни занимали, никто из нас не может ограничивать другого в гражданских правах. То есть и вот религиозный экстремизм заключается именно в том, что если моя вера самая правильная, то значит другие являются неполноценными гражданами. Значит, они не должны принимать участие в выборах, они не должны поступать в университеты, им нужно запретить занимать определенные должности и так далее. И в данном случае тогда говорят о религиозном радикализме, о религиозных крайностях. И поэтому умеренный ислам предполагает искреннюю, тотальную убежденность в том, что моя вера самая лучшая, но в то же время отказ, некая самовоздержанность, сдержанность, отказ от того, чтобы считать других граждан неполноценными гражданами своей страны, неполноценными детьми своего государства, призывать их ущемлять в каких-либо правах. Вот о чем, как правило, идет речь. Поэтому, какие бы мы разные убеждения не исповедовали, как бы мы по-разному не понимали фундаментальные истины бытия, все мы дети одной страны, все мы граждане одного государства и должны полностью пользоваться тем набором прав, который имеется у каждого из нас, вне зависимости от той веры и тех убеждений, которые он разделяет. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.